Значит, у нас в этом году будет проходить 28-я научно-практическая конференция, значит, обучающихся, да, Республики Саха-Якутия. Конференция у нас традиционная, ежегодно проводится, называется «Шаг в будущее» Инникегахарды на якутском, имени первого академика из народа Саха, это Ларионов Владимир Петрович, да, имени академика Ларионова Владимира Петровича. В этом году у нас, значит, допущены на республиканский финал 1500 работ. 1500 работ, значит, и каждая работа, это означает, что один участник. В этом году мы сделали так, чтобы не было работ, значит, с двумя там авторами, да, так сказать, чтобы у каждой работы был свой автор. Да, это 1500 работ получается у нас 44 направления разных. Да, кстати, очень много направлений. Каждый год это все время увеличивается. В этом году мы будем проводить это все, значит, 9 января в большом, значит, спортивном комплексе «Триумф». Значит, прямо там будут, сейчас уже поставили кабинки, да, и в каждой кабинке будут, значит, по 3 работы, получается, да, кстати, у нас повешены, иначе мы просто не умещаемся, да, настолько много у нас работ, значит, будут участвовать 400 экспертов, да, они практически первый день все посмотрят, значит, все вот работы, которые будут представлены 9 января в виде постеров. Да? То есть это будет постерная сессия. Допуск обычных, значит, гостей тоже имеется, потому что могут люди прийти, посмотреть работы. Значит, поставили где-то 10 у нас ЧОПов, стоят с металлоискателями, со всеми этими делами, плюс волонтеры, плюс, значит, различные студенческие отряды добровольных дружинников. Посмотри, пожалуйста, почему не работает интернет. Да? Ага. И да, и буквально, значит, там же имеется и пункт скорой помощи у нас, да, значит, также студенты из медицинского колледжа будут привлечены. Короче, полное, значит, у нас будет обслуживание со всех сторон, плюс эксперты у нас будут получать еду, мы их будем кормить у себя, и будет специальная, значит, специальные комнаты для экспертов, чтобы они там отдохнули и прочее, потому что детей очень много, также все, там большое количество, естественно, нужно, чтобы проверили все туалеты и прочее, мы все это сделали, да, так сказать, дополнительно, да, то есть практически готовы к 9 января. После 9 января у нас на следующий день будут так называемые секционные, значит, представления. Это уже обычные защита своих проектов перед жюри, экспертным жюри по своим направлениям. То есть фактически ребята будут отобраны после на эти секционные направления, да, на эти секционные направления они будут отобраны первый день. Значит, практически это получается половина вот этого числа, да, которое представлено. И следующий день, 10 января, эксперты полностью работают, чтобы в самом конце отобрать 300 человек, которые будут, значит, рекомендованы на участие в всероссийских конкурсах различных, да, получается так называемые перечневые конкурсы, которые вошли в перечень Российской Федерации как работы, как, значит, мероприятия, участие в которых имеет, значит, вес, именно их баллы будут причисляться к так называемому, записаны будут так называемому государственному информационному ресурсу, ГИР, да, по которому
оцениваются все наши одаренные дети. Да? Если они победили, то считается, что они записываются в этот ГИР. Ну и, соответственно, этим оценивается работа нашего главы республики тоже. Да? Кстати, это один из показателей деятельности высшего должностного лица республики. Вот такая история. Наша задача вот, юных корреспондентов, да, показать всю работу, которая здесь проведена детьми, да, такими же ровесниками вашими. Получается, значит, это все научные направления. Там очень много интересных работ по направлениям инженерии, программирования. Также очень много работ гуманитарного характера. Да, значит, обучающиеся интересуются совершенно разными топиками, совершенно разными дисциплинами. Среди них, например, есть очень популярные направления, как, значит, генеалогическое древо, изучают историю своего края. Очень много работ, связанных с краеведением. Также разные проектные работы, значит, создание определенных там, значит, тех или иных, значит, прототипов, которые могут быть в дальнейшем использованы, да, в разных для разных прикладных задач. То есть фактически это очень такой большой смотр, огромный для всех вот детей, которые мы считаем одаренными, проектной деятельности, научно-исследовательской. И это очень интересно, потому что участники также смогут посмотреть то, что сделали и другие люди. Конечно, значит, идея была изначально, да, кстати, я вам скажу, да, что если бы, например, проект делали 2-3 человека, да, кстати, то очень легко было бы там оставить одного, другой человек мог бы пойти и посмотреть, да, вокруг, что другие ребята сделали и прочее. Да, на самом-то деле, поэтому и проектная работа делается, чтобы не только себя показать, да, но и других тоже увидеть. Но тут уже задача наших юных корреспондентов, чтобы они увидели интересные работы, взяли интервью, да, так сказать, все это написали, значит, и опубликовали в социальных сетях и прочее. Таким образом подняли профиль нашего мероприятия, которое является и так самым таким важным, таким флагманским мероприятием Малой академии наук нашей республики. Особенно это важно с учетом того, что вот этот год, который приближается, да, будет годом детства. Да, получается, это такие мероприятия, которые начинают вот этот год, да, основной. В этом ключе мы должны все это описывать, да, кстати, особенно учитывая то, что у нас, значит, идут большие события, да, кстати, это выборы президента нашей страны, да, кстати, соответственно, региональные власти очень хорошо и активно работают в этом направлении. У нас есть своя повестка дня республики, да, так сказать, быть на фронте всех, на переднем крае, значит, достижений, которые идут по науке, да, так сказать, особенно мы хотим быть лидерами, да, в Дальневосточном федеральном округе касательно, значит, науки, достижений. И самым главным, да, так сказать, двигателями и созидателями всего этого движения должны стать юные исследователи. И мы, значит, как представители уже, получается, Министерства образования, да, так сказать, в этом очень кровно заинтересованы, чтобы мероприятие, вот наше основное, да, так сказать, прошло с большим таким пресс-кавриджем, да, так сказать, то есть должно быть очень хорошо показана вся работа и достижения наших юных исследователей. Ну вот кратко, о чем я вот и хочу рассказать, да, так сказать, 11 декабря у нас будет уже финальная часть, да, так сказать, это, значит, официальное закрытие, значит, нашей конференции «Шаг в будущее Ники Харды» имени академика Ларионова Владимира Петровича. Значит, это примерно в 4 часа, я так понимаю, будет у нас награждение по многим секциям, да, кстати, и приблизительно 2 часа это будет длиться. До этого, значит, 2 часа будет моя, значит, мой так называемый общественный доклад, то есть показываю всю работу, которую мы проделали в течение года и какие планы есть у Малой академии наук. Это будет у нас 11 ноября в КФЕНе, да, так сказать, в корпусе естественно-научных факультетов, факультета естественных наук.
Значит, и следующее, 12-го, уже будут так называемые мастер-классы, инструктаж, различные онлайн, значит, мероприятия, которые как раз будут проводиться с теми 300, значит, отобранных ребят, которые будут представлять Якутию в различных мероприятиях федерального значения в течение там марта месяца, да, так сказать. И мы считаем, что это очень важный момент, где мы должны показать наиболее высокие показатели, да, которые можно будет потом включить в ГИР, да, так сказать. То есть это та вот оцениваемая деятельность всей системы образования нашей республики. Вот краткое, значит, такое описание, да. Значит, мероприятие, оно всегда проходит очень многолюдно, большим стечением народа, значит, много ребят будет, да, так сказать. Соответственно, у нас, значит, мы пригласили члена правительства на мероприятие, значит, ожидаем, что будет министр образования, естественно, и, значит, заместитель председателя правительства Анатолий Аскалонович Семенов, да, так сказать, пока у него стоит в плане его, значит, мероприятий как раз открытие вот нашего шага будущего в 9 января. Да? Значит, перед вами выступал Павел Василий Климович, ректор Малой академии наук Республики Саха-Якутия. Приветствую вас всех снова. Еще раз поздравляю с наступающим Новым годом. Мало времени осталось буквально, да, через 2 недели уже у нас будет начало всего этого великолепного события, которое мы так давно